Уйгурский край издревле назывался в Китае Западный край, но мы всегда находились в самом центре, соединяющем Азию и Европу. Многие думают, что если приехать сюда, то увидишь только пустыню, а затем скачки на лошадях и все в таком духе. Но на самом деле это не так, особенно когда попадаешь в новый городской район, понимаешь, что он почти ничем не отличается от мегаполисов любой страны. Раньше у меня тоже не было друзей из уйгурской автономии, я был обычным жителем Пекина. Только в старшей школе я познакомился с уйгурскими ребятами. В то время, когда я только начал по-настоящему общаться с уйгурскими друзьями, я все же чувствовал некоторые отличия. Я заметил, что им нравится быть стильными. А потом я понял, что они такие же, как и мы, читают те же журналы, тоже гоняются за модными кроссовками, слушают новейшие западные музыкальные группы и смотрят блокбастеры. Досуг в разных городах имеет свои особенности. В Урумчи, расположенном в центре Евразии, имеющем статус столицы автономии, городское процветание сливается с присущим уйгурскому краю гостеприимством и романтикой. Туристы, ищущие новых впечатлений, непременно найдут здесь и радость открытий, и нечто близкое сердцу. Как быстро ощутить уникальность Урумчи? Я выбираю международный базар на Ардачозе. Его стиль сильно отличается от обычных торговых центров. Уйгурский мерч и сувениры, аутентичная кухня – все можно купить в одном месте. Покрутите в руках кусочек уйгурского нефрита, выпейте чашечку ароматного чая с травами. Гранд-базар – место с ярко выраженным характером, вмещающее в себя все и в то же время везде проявляющее свой неповторимый уйгурский колорит. В последние годы все развивается довольно быстро, появилось много того, чего раньше не было. Процветание Урумчи с его атмосферой непринужденности связано с особым уйгурским характером. В современных деловых кварталах мода – это не погоня за трендами, а жизненная позиция, пронизанная культурным наследием. В числе хитов сезона не только мировые бренды, но и современные наряды из ткани адрас от уйгурских дизайнеров. Под бурлящей коммерческой волной лежит результат культурной самоидентификации уйгуров и стремления к самовыражению. От прогулки по базару до похода в крупный торговый центр, от театров и выставочных залов до шумных уличных рынков, каждый образ несет неповторимый уйгурский дух. В этой разнообразной сфере развлечений активно работают молодые уйгурские предприниматели с неординарным мышлением. Они развивают уличную культуру, создают музыкальные пространства, открывая для города все более богатые варианты досуга. Наш гид Адел как раз из их числа. Давайте посмотрим на ночную жизнь Урумчи. Сейчас поедем до места, где будем ужинать, ребята уже там и, наверное, уже проголодались. Пока мы ехали, Адел разжег мое любопытство. Он сказал: «Давайте-ка я вам покажу, как выглядят у нас в Урумчи приватные кабинки в ресторанах. Они у нас очень роскошные. И шторы здесь тоже в особом стиле. Пройдя по длинному коридору и раздвинув слои занавесей, мы, наконец, попадаем в загадочную приватную кабинку ресторана. Собраться в свободное время, поесть, выпить, поболтать. Ничего особенного в темах для разговора. И радостное, и грустное – все само собой обсудится. Новостями, сплетнями нужно непременно поделиться друг с другом. Но когда эти молодые люди берут инструмент, все становится совсем иным. Петь за столом, начав прямо во время еды – вот в чем заключается дух ресторанной культуры уйгурской автономии. За ужином уйгуры мне говорят. Другие уговаривают выпить, а мы уговариваем танцевать. И уйгуры, обожающие петь и плясать, и гости издалека, если уж попали в кабину, всем нужно станцевать.
С этого момента я открыла для себя еще один способ наслаждаться ночной жизнью Урумчи. Если праздник в кабине способен пробудить в вас скрытые таланты к пению и танцам, то в Урумчи есть еще множество мест, которые нельзя пропустить. Например, та самая площадка, где заправляет Адел. Потенциал индустрии развлечений родного края вдохновил Адела вернуться из Пекина и начать свое дело, превратив радость в профессию, предлагая гостям уникальный опыт посещения баров. В барах уйгурской автономии, помимо молодежи, играющей в дартс, что еще вы замечаете? Верно, под яркими огнями мелькают тени, танцующие народные танцы. Никакой постановки, никаких репетиций, они просто танцуют, следуя врожденному чувству ритма. Фольклор органично вплетается в современный досуг. О таком единстве, пожалуй, не слышали во всем мире. Когда становится жарко, люди забираются прямо на сцену. Никто их не подговаривает, им не нужна группа поддержки, не нужны и заводилы. Все начинается спонтанно, по инициативе самих гостей. Здесь люди очень открытые. Музыка объединяет их, собирает вместе. Они раскрепощаются и выплескивают эту энергию. А какие бары больше нравятся местным? Думаю, местным нравятся шумные, такие, где можно танцевать. Для меня танец – это тоже способ привести мысли в порядок. Я бывал во многих барах в китайских городах, и мне кажется, там все по-другому. Наш столик сам по себе, ваш столик сам по себе. Каждый сам за себя. Максимум общаются в своей компании, с другими никто разговаривать не будет. Да-да, никакого общения. А здесь люди очень дружелюбные. Например, если я захочу чокнуться с соседним столиком, никто не будет против, нет таких строгих границ. Можем поиграть в игру, просто повеселиться. А если совсем разойдутся, все играют вместе, это здесь нормально. Приходя сюда, все знакомятся друг с другом. Это напоминает мне наши старые культурные традиции, уйгурский машраб. Именно через музыку, через танцы люди заводят новых друзей. И наличие такого места – это, на мой взгляд, самое главное. Когда хобби превращается в профессию, твоя роль в этом процессе меняется. Адел исповедует принцип, что главное – радость. Но в бизнесе не бывает все гладко. После того, как шумиха спадает, приходят и заботы. Тебе приходится думать о множестве вещей, нужно сохранять трезвый ум, ведь это твоя работа. Находясь здесь каждый день, иногда чувствуешь усталость. В том числе важны и вопросы здоровья. В последние годы я стал больше внимания этому уделять. Начал каждый день заниматься спортом, чтобы быстрее приводить себя в хорошую форму. Натанцевавшись в баре, выходишь полюбоваться ночным Урумчи и заодно подкрепиться. Как здесь оживленно! Вся молодежь собирается здесь. Ночной рынок – это грандиозное зрелище, связанное с гастрономической памятью всех уйгуров. Казалось бы, в эпоху расцвета модных интернет-деликатесов все рынки становятся похожи друг на друга. Но ночной рынок Урумчи по-прежнему хранит свой яркий, истинный уйгурский вкус. Шашлык из баранины. Этому веселью не нужны эффектные огни. Достаточно одного жадного взгляда, брошенного на шашлык, и здоровый аппетит сам поднимет настроение. Мы изо всех сил сдерживаемся, чтобы не наброситься на угощение сразу, потому что гостеприимный Адел уже заказал поздний ужин. Это уйгурский вариант горячего котла. На ночном рынке Урумчи можно попробовать любые деликатесы. В кипящем котле прямо на столе варят свежую баранину и говядину, настоящий уйгурский деликатес. Наша вечеринка подошла к концу. Всем было радостно. Надеюсь, что больше людей смогут приехать в Урумчи, прочувствовать уйгурское гостеприимство, ощутить все очарование уйгурской жизни. Досуг и развлечения в Урумчи отличаются разнообразием. С одной стороны, это туристические достопримечательности, с другой – уникальные варианты для тех, кто ищет что-то особенное.
Культурный код этого уйгурского города открывает новые грани в современном стиле жизни и развлечений.